Фонетика и орфография. Хоть в татарском алфавите всего на 6 букв больше, чем в русском, непривычных звуков тут оказывается гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Прежде всего, «а» в первом слоге слова обычно звучит ближе к «о» – «бола». Иногда это явление может распространиться не только на первый слог, как в слове «балаларга», но это пока еще не так сложно, есть вызов похлеще – краткие гласные. Их 4, и особое внимание мы сейчас обратим на вот этого персонажа. Это не «ы», а «э». Произнесите слово «облако», сосредоточьтесь на том, каков был первый звук. Это был звук «о». Теперь произнесите тот же звук, но только без вытягивания губ в трубочку и очень кратко. Больше ничего не меняйте. Отлично, теперь вы умеете произносить звук «э». Еще одной особенностью татарского, а также башкирского языка является сдвиг гласных. В большинстве тюркских говорят «кёз» или «гёз», а в татарском будет «кюз». С другой стороны, в большинстве тюркских «тюн» или «дюн», тогда как в татарском «тюн». Как будто эти гласные просто поменяли местами. Пройдемся по согласным. Это «х» как в слове «хам», это «н» как в слове «сон», это «ж» как в слове «жир». Не путать, это не «в», а «в», «вакыт», а это не «ч», а «щ», «ишн». Довольно хитро обстоят дела с вот этими буквами. В окружении гласных переднего ряда они произносятся как «к» и «г», «эгер», «киз», а вот в окружении гласных заднего ряда появляются звуки «к» и «р», «кызыл», «косыр». В тюркских словах с этим нет никаких проблем, потому что в них действует закон гармонии гласных, запрещающий нахождение гласных разных рядов в одном слове. А вот в заимствованиях могут возникнуть сложности. Вот, например, слово «сарат» арабского происхождения, записанное татарской латиницей и башкирским алфавитом. В башкирском оно произносится точно так же, как и в татарском. В обеих системах письма для звуков «г» и «г» используются две разные буквы. Теперь посмотрим, что происходит в татарской кириллице. После буквы «г» идет «а», которая указывает на то, что буква «г» читается как «г», а не как «г», но при этом «а» читается как «э», и чтобы это было ясно, после следующей согласной буквы стоит мягкий знак. При этом данный мягкий знак не означает, что вместо «т» надо читать «т», он лишь указывает, что «а» должно читаться как «э». Анлашламы? Грамматика. Если вы начинаете искать какой-нибудь татарский глагол в разных словарях, то вы можете наткнуться на форму с двумя совершенно разными окончаниями. В чем же разница? Посмотрим на примере глагола «писать». Первая форма «язарга» буквально переводится как «писать», но по ней нельзя однозначно определить основу глагола, ведь основа может заканчиваться как на согласной, так и на гласной. Вторая форма – это имя действия. «Язу» переводится как «писание», и по ней основу глагола определить очень легко, достаточно просто отбросить однобуквенное окончание. После этого любой глагол очень просто и быстро можно проспрягать в определенном будущем, настоящем и двух прошедших временах. И тут не будет вообще никаких исключений на зависть всем тем, кто учит языки индоевропейской семьи. В неопределенном будущем времени, конечно, будет немного беспорядка, но это вполне терпимо. Заметьте, что в будущем и в прошедшем есть разные формы в зависимости от определенности. Сравним сначала два будущих. Я завтра пойду в кино. Но я еще не уверен. Я подумаю. Может, тебе одному придется этот фильм смотреть и потом мне сюжет пересказывать. Я завтра пойду в кино. 100%. Абсолютно точно. Даже если показ отменят, я все равно приду. А теперь посмотрим на два прошедших времени. Вчера он ходил в кино. Но это не точно. Я сам не видел, мне какие-то другие люди об этом сказали. Вчера он ходил в кино, и это верно, потому что я так сказал. Я сам это видел, своими глазами. Ты же мне веришь, да? Еще одной прекрасной особенностью татарского языка является распространенность конструкций со вспомогательными глаголами. Причем глагол, играющий роль вспомогательного, может поменять свое значение, находясь в этой роли. Например, у нас есть глагол «эйтерге» — «говорить» и глагол «язарга» — «писать». Поставим первый глагол в форму настоящего времени, а второй в форму прошедшего, и получится «это язды», что немного неожиданно переводится как «он чуть не сказал». Кто бы мог такое предположить? Лексика. Влияние арабского языка довольно сильно заметно в татарской лексике, но слов, пришедших из русского языка, тоже немало, хотя они нередко подвергаются хитрой фонетической обработке. Так и произошло, например, со словами «эстель», «брюне», «эшлепе» и «эскемья». Татарский язык продолжает жить удивительной и насыщенной жизнью, взаимодействуя с другими языками и приобретая новые краски в речи каждого из его носителей. И сейчас прямо на наших глазах пишутся новые яркие страницы его истории, так что внимательно следите за судьбой татарского. И, конечно же, учите татарский. Татар телен, эренегис.